В Ухте всерьез озаботились проблемой нашествия крыс. С лета жалобы на грызунов поступают в мэрию еженедельно. А в соцсетях то и дело появляется пугающие видео от горожан. На кадрах отчетливо видно, как полчища крыс буквально оккупируют мусорные контейнеры во дворах. Какие меры принимают местные власти, узнала Виктория Науменко. Проспект Космонавтов 25, Ленина 28, улица 30 лет октября. Сообщения о крысах поступают в городскую администрацию из разных районов Ухты, окрестных микрорайонов и даже поселков. Проблема коснулась всего муниципалитета. На Школьной 3 крысы атакуют, прямо по подъездам везде бегают. Бороться с ними бесполезно, это уже не первый год. Из канализации на дом напротив вылезают, всю проводку машины погрызли. Ну вот, если вот сказать, возле дома. Конечно, много бегают. Вот здесь вот как спускаешься с лесенки, мы спускаемся, дальше идет маленькая. И там вот этот тепловой узел. Вот, вечером выйдете, вот такие, как котята. А у нас здесь живет одна. Мы вечером сидим, летом я звонила в жилу. Они приходили, правда, с ведром, цементом. И вон там, видите, замазана дырка. Вот через ту дырку они с подвала бегали у нас по лестнице. В мэрии решать хвостатую проблему решили сообща, собрав всех управдомов. Ведь именно управляющие компании имеют право обращаться в санэпидстанцию, где устранением грызунов занимается отдел дератизации. Однако, как выясняется, далеко не у всех управляек сегодня есть договоры с СЭС. Они расторгнуты из-за того, что некоторые обслуживающие организации попросту не смогли осилить стоимость услуг. Вместо государственной организации те обратились к частникам, а они, в свою очередь, похоже, не особо профессионально выполняют заказ. Мы не можем себе это позволять. Поэтому мы эту услугу осуществляем самостоятельно. Мы закупаем отраву и распределяем ее так же самое по многоквартирным домам. Поэтому если санэпидемстанция в рамках эпидемиологической обстановки в городе предложит приемлемую цену. Причиной нашествия грызунов считают и беспорядок на самих контейнерных площадках. Неубранный мусор становится кормовой базой не только для собак, но и для крыс. Остатки пищи остаются на дне бункеров, которые теперь стоят на площадках неподвижно и не вывозятся для санобработки. А все потому, что подходящих эвакуаторов просто нет. Бункер все время двигался, любой, потому что вывозка осуществлялась реальная. И он опрокидывался, и остатки еды не оставались в бункере. А сейчас бункер стоит, как и любой бункер там, где он есть, он неподвижный. И под плитой это удобное место. Во-первых, это место сухое. Для грызунов это место, его никто не беспокоит. А в бункере всегда остается на дне еда. Оперативно закупить соответствующий эвакуатор мэрия не обещает, но для решения перечисленных проблем городские власти и управляющие компании объединят усилия. Тем более в случае с отдельными домами результаты коллективной работы уже есть. Мы совместно управление ЖКХ, совместно с управляющей компанией подготовим график, грубо говоря, обработки контейнерных площадок, мест, где возможно, и чтобы управляющие компании в это одновременно где-то тоже проводили свои. Во-первых, подвалы, чердаки, дворовые территории, потому что там тоже возможно где-то какие-то постройки, где-то какие-то сооружения, я имею в виду на дворовых территориях, это те же самые подстанции, может быть, камеры тепловые, чтобы вот там одновременно где-то районами проводить вот такую одновременную борьбу с крысами. Спросят не только себя, но и с горожан. Их городские власти настоятельно просят не подкармливать бездомных животных и голубей вблизи домов и контейнерных площадок. И без того прикормленные псы уже стали большой проблемой для города. Теперь же к ним присоединились и крысы, а от них избавляться намного сложней. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.